Все же. Добрый день, уважаемые участники Олимпиады. Мы с вами сегодня разберем задачи, которые были предложены на региональном этапе Олимпиады по математике имени Эйлера для 8 класса. Ну и предварительные результаты будут, наверное, к окончанию вебинара выложены у вас уже в личном кабинете. Соответственно, вы можете посмотреть, какие у вас результаты, предварительные результаты, то есть они могут быть изменены в результате либо совместного обсуждения заданий, либо в результате апелляции, если совместное обсуждение ни к какому результату в изменении баллов не приведет. Поэтому по окончанию вебинара, пожалуйста, заходите в личный кабинет, смотрите свои баллы. Помним все, что за одно задание максимальное количество баллов у нас 7. Соответственно, максимум за 2 дня можно было набрать 70 баллов. К сожалению, к этому у нас никто не приблизился результату. Есть результат практически половинный. Вот я думаю, по этой работе мы можем еще с участником поговорить, возможно, что-то и изменится, потому что даже чуть меньше, чем половина, поэтому, наверное, надо будет изменить. Так, обсуждение, я думаю, что мы вебинар проведем, не более чем 1 час. Задачки сейчас посмотрим, критерии я основные вам обговорю. И, соответственно, где-то после 6 часов вы можете заходить в личный кабинет, находить меня в чате и задавать интересующие вопросы. Помните, что вас много, я одна, поэтому, естественно, ответ не будет мгновенным, возможно, какое-то время придется подождать, но на все вопросы, которые будут заданы, я отвечу. Ну и также, понятное дело, что время должно быть каким-то образом ограничено, поэтому если мы начнем в чате общаться где-то в районе 6, я думаю, что 6, полседьмого, я думаю, что до 8 вечера мы сумеем все, что нужно обсудить. В крайнем случае, если вопросы останутся, в личном кабинете можно все равно оставлять мне сообщения. Я постараюсь сегодня, завтра все-таки заходить в личный кабинет и на все вопросы отвечать. То есть обратная связь у нас действует, работает, и, надеюсь, все проблемные моменты мы обсудим и решим. Ну, теперь давайте посмотрим на сами задания и на решения, которые были предложены автором. Так, на экране вы видите задание первого дня. Я буду коротко комментировать, что у нас было по решению, по проблемам, которые встречались при решении задач. Первое задание, которое вы видите, успешно с ним все справились. Я думаю, что особо на нем мы останавливаться не будем. Обсуждать здесь, как говорится, нечего. Все хорошо. Все красиво, все нашли число. Правда, некоторые, по мнению комиссии, потеряли лишнее время, когда стали перечислять все возможные числа, удовлетворяющие условиям задачи. Если вы в условии видите, что нужно найти хотя бы одно такое число, нашли одно число, показали, что оно удовлетворяет условиям, и пошли решать следующие задачи. Не надо тратить время на перечисление всех вариантов. Это такое небольшое замечание, может быть, пригодится при решении задач в следующий раз. Вторая задача, она была достаточно несложная по формулировке, и, в принципе, с решением многие справились, но, к сожалению, набрать максимальное количество баллов в этой задаче было трудно в связи со строгостью критериев, предложенных центральным жюри. Центральной предметной комиссии московской, поэтому где-то, возможно, вы увидите вроде бы за правильный ответ, вроде бы, как вам кажется, правильное решение, но не максимальное количество баллов. Если вы все-таки считаете, что вы все сделали верно, напишите мне, я еще раз посмотрю эту задачу, может быть, что-то можно будет изменить, но не гарантирую изменения, потому что мы все-таки работаем в соответствии с критериями. В этой задаче необходимо было, во-первых, оценить количество чисел, и за оценку дается 4 балла. И за конкретный пример чисел, удовлетворяющих условия задачи, дается 3 балла. Поэтому если у вас не было оценки, которая доказательна, не на основе «мне кажется, что наилучшими будут такие-то числа»,
а доказательные. То есть вот такие числа подходят, следующие числа уже не подходят. То есть 14, да, 14, 17 подходит, следующая пара чисел 15, 18 не подходит, эта оценка должна была быть. Более того, Центральная комиссия требует, чтобы проводилась также и оценка наибольшего количества чисел, которые влезают в отрезок от минус 14 до 14. То есть большинство из вас явно понимает, что это будет член арифметической прогрессии с шагом 3, но вот комиссия требует доказать, что действительно влезет не более 8 чисел между 14 и 14, минус 14 и 14. Ну и, соответственно, привести пример. За пример 3 балла. Поэтому за оценку, возможно, где-то действительно баллы были снижены. Мы старались максимально поставить побольше баллов за эту задачу, потому что идея решения есть, рассуждение есть. Но вот, к сожалению, тоже мы не можем полностью противиться против критериев, и поэтому за что-то баллы пришлось поснижать. Ну, все обсуждаемо. Так что во второй задаче, сейчас решение вам приведу задачи, чтобы вы увидели. Так. Угу. Так, вот оно, решение второй задачи. Большинство справились и прекрасно знают, что наибольшими возможными числами данного ряда являются 14, 17. Ну и, соответственно, наименьшими это минус 17, минус 14. Да, к сожалению, было несколько работ, в которых невнимательно прочитали условия задачи и искали не целые числа, а натуральные числа. Ну или хотя бы целые неотрицательные числа. То есть отрицательные числа потерялись. Понятное дело, что такое решение оценивалось в 0 баллов, как бы хорошо не была обоснована верхняя граница. Неверный ответ – это 0 баллов. Итак, вот у нас приведен один из примеров. Понятное дело, что возможны другие примеры, другой набор чисел, удовлетворяющих условиям. Ну вот, как вы видите, что верный пример – 2 балла, но по обновленным критериям 3 балла можно было получить. Так, это по второй задаче. Первая, вторая задача традиционно простые. Третья задача, как обычно, геометрия. Геометрию у нас либо решают хорошо, либо не решают, как известно. Поэтому и большая часть либо получила 7 баллов, либо получила 0 баллов. Несколько человек получили 1, 2, 3 балла за некоторые положительные подвижки. Положительными подвижками считается, по мнению Центрального жюри московского, дополнительное построение, то есть либо построение точки D', симметричной точки D, либо продолжение, так, сейчас, секундочку, так, либо продолжение стороны АБ на промежуток BD' такой, что BD' равняется CK. К сожалению, вот рисунок в решении, как вы видите, комиссия нам не приводит. Вот я сама нарисовала рисуночек, картиночку. Ну, я думаю, что вы тоже, если разбираете решение этой задачи, наверняка уже разобрались, да, что нужно делать, что нужно достраивать. Сама задача оказалась вполне несложная, если действительно заметить, что продолжение стороны АБ на отрезок BD' равный КС дает нам точку D', симметричную точке D относительно прямой АК. Если вы до этого дошли, то уже 2-3 балла мы ставили за это. Ну, а остальные, конечно же, кто решал до конца, они и построение сделали, и полное доказательство провели, то есть 7 баллов мы смело нескольким участникам поставили. Само решение, как вы видите, умещается в 2 строчки с половиной. Значит, после такого дополнительного построения легко доказывается равенство треугольников, которые вы видите на экране. И далее через равенство углов устанавливается необходимое равенство углов исходного четырехугольника. Само решение потом будет выложено. Если есть желание, можно будет разобраться. Но мне кажется, что тут все довольно-таки легко. Это как раз задача была, в отличие от геометрической задачи второго дня, это была несложная.
Далее задача номер 4 и задача номер 5. Объединю их по своим ощущениям в одно. Ни одного положительного балла не получилось ни у кого. Попытки что-то решить делали многие, но, к сожалению, ни одного балла по критериям мы ставить не можем. То есть, видите, даже можно увидеть на экране, что есть критерии, в которых описано оценивание по данной задаче, по 4-й, например, задаче, что стратегия панды, правильность которой не обоснована, 0 баллов. То есть многие прописывали, каким образом панда может выиграть, но стратегия подразумевает, что, действуя данным образом, можно выиграть всегда, а не при конкретном ответе второго участника. Если вы описываете один частный случай игры, то есть панда ходит так, вомбат ходит так, панда ходит так, вомбат ходит так. Это частный случай, это не стратегия, это один какой-то такой вот розыгрыш. И вот, как вы видите, эта ситуация оценивается в 0 баллов. Сама задача, если говорить про решение, может быть сведена к исследованию графа, построенного построенного на основе заданных отрезков. Ну, вот могу тоже свой рисуночек привести, который я по решению сделала. Значит, в первую очередь, и многие, кстати, это сделали, стоит посчитать количество проведенных отрезков. Некоторые посчитали, правильно нашли, что проведено 445 отрезков. Но вот по критериям Центральной комиссии, если подсчитано количество отрезков, это не дает ни одного балла, потому что у нас задача про игру, в игре должны быть описаны стратегии, то есть какие-то действия, обоснованные действия игроков. А если этого нет, только количество отрезков ничего, к сожалению, нам не дает. Ну а ситуация такова, что количество отрезков нечетное, 445 отрезочков. Первый у нас ходит панда. А так как панда у нас стирает отрезки, соединяющие, скажем так, четные и нечетные вершины, то есть вершины, в которых степень количества исходящих отрезков четная и степень нечетная, я буду условно их называть четная и нечетная, то панда проиграет, если она не сможет такой отрезок стереть. То есть если не будет ни одного отрезка, соединяющего четную и нечетную вершину. Но, как вы видите в решении вот у вас на экране есть, количество отрезков в этом случае будет равно сумме степеней точек с четной степенью. То есть делится на 2. А у нас количество отрезков нечетное. Поэтому у панды при первом ходе, конечно, всегда есть возможность ходить. Второй ход, который совершает вомбат, уменьшает количество, панда делает один ход, уменьшает количество отрезков на 1, дальше делает второй ход вомбат и уменьшает количество отрезков еще на 1, и снова перед ходом панды у нас получается нечетное количество отрезков, снова панда может ходить. И таким образом мы можем сказать, что всегда до самого конца, до самого последнего отрезка у панды будет возможность делать ход, поэтому в любом случае панда победит. И если вы бы до этого додумались, конечно, задача в целом не самая сложная, то есть довольно-таки стратегия просчитываемая. Некоторые попытались эту стратегию, еще раз повторю, описать, но, к сожалению, вот обоснованно полностью не смогли сказать, что именно всегда есть возможность сделать ход. А как я уже говорила, конкретный случай нам не дает решение задачи. Ну и последняя, на первый день 5-я задача, такая же примерно, то есть тоже задача, в которой, как вы видите, у нас граф находится, тоже есть замкнутая ломаная из достаточно большого количества звеньев. Ну и нужно было доказать, что среди этих звеньев, если 998 хотя бы являются такими, что пересекают все остальные, кроме соседних, то и оставшиеся 2 тоже такие же. То есть особых звеньев, которые не удовлетворяют данному требованию, нет. Ну, идея решения такова, что если в качестве особого ребра мы возьмем ребро
А1, А2, то есть ребро, соединяющие вершины А1, А2. А так как кривая замкнутая, мы в принципе в качестве начального ребра можем любое рассматривать, например, пусть А1, А2. То второе особое ребро, очевидно, не будет соседним, да? Вот, ну, где-то оно там расположено, например, здесь предлагается считать, что второе ребро, так, сейчас, по-моему, АК плюс 1, да, вот второе особое ребро, АК плюс 1. Ну и далее, рассматривая последовательно ребра слева от вершины А1, то есть ребра А1, А1001, да, потом за ним ребро А1001, А1000 и так далее, можно увидеть, что вершины с номером 1001, 999 и так далее, то есть с нечетными номерами, будут лежать по одну сторону с вершиной А3, по одну сторону от прямой А1, А2, то есть находиться в одной полуплоскости. Аналогично вершины с четными номерами будут находиться в другой полуплоскости. Такая же ситуация у нас будет, если мы будем рассуждать в сторону вправо, так скажем, от вершины А1. То есть если мы возьмем ребро, да, А1, А3 и А1000, А1001 и так далее. Ну вот здесь приведено рассуждение в общем виде АИ-то, АИ плюс первое, да, и А1, А2, то можно заметить, что действительно все точки с нечетными номерами лежат с одной стороны, с четными лежат с другой стороны. А значит, и некое ребро под номером К, АК плюс первое, будет таким, что одна точка у него будет лежать с одной стороны, А1, А2, а другая будет с другой. Это говорит о том, что наши особые ребра P и Q друг с другом будут пересекаться. Ну а значит, они не будут особыми, потому что они со всеми другими пересекаются по условию, а особыми они могут стать только тогда, когда они не пересекаются друг с другом. А мы только что сказали, что они пересекаются. Ребро особое А1, А2 пересекается с особым ребром АК плюс первым. Все, значит, раз они не особые, значит, таких ребер у нас нет. То есть все оставшиеся звенья, все звенья нашей ломаной удовлетворяют условиям задачи, пересекают оставшиеся 998 звеньев, за исключением соседних. Ну вот, конечно, задача такая особая. Многие попытались порассуждать. Так, ну, несколько человек вот поговорили про такие ребра, которые не удовлетворяют условия. Кое-кто даже предлагал за некоторые решения в комиссии небольшой балл поставить, 1-2 балла. Но, к сожалению, так как у нас мы опираемся на критерии, ну не к сожалению, а к счастью, то есть мы можем обоснованно сказать, почему поставлено определенное количество баллов, то вот согласно критериям 0 баллов за ту ситуацию, которая была описана в решении. Несмотря на то, что там есть какие-то подвижки, но этот случай описан в критериях. Ну, по первому дню, что могу сказать? Первый день оказался более удачным, то есть несколько участников, не несколько, да, раз, два, двое участников набрали больше половины, нет, даже больше, да, 5 участников набрали более половины из возможных баллов, ну, соответственно, это неплохо, но, к сожалению, не максимум. Второй день оказался несколько сложнее, да, то есть первый день, особенно задача 1, казалась очень простая, вторая могла быть решена, третья несложная геометрическая задача. Ну вот второй день, к сожалению, был несколько сложнее. Сразу забегая вперед, скажу, что 8, 9, 10 задача не далась никому во второй день. По 6, по 7 есть решения, есть даже хорошие, полные решения.
Ну, вот есть решение с небольшим количеством снижения баллов, связанных с чем? С тем, что какие-то моменты были недостаточно обоснованы. Ну, давайте обратимся к задаче номер 6, в которой двое участника, два человека бегут у нас по кругу с разной скоростью, и необходимо было описать, опять же, полностью описать стратегию Васи, который должен трижды поравняться с Петей. Причем это описание должно быть конкретизировано, то есть сказать, в какую сторону бежит Петя, где, в какой точке поворачивает. Некоторые писали там приблизительно. Обогнав Петю, он там, пробежав еще чуть-чуть, поворачивается назад. Но это не совсем, конечно, стратегия точная, хотя кое-где, конечно, мы старались и такие, если в целом было правильное описание, мы старались и за такие ставить 6 баллов, вот есть 5 баллов, то есть более-менее количество баллов ставили большое. Так, дальше, значит, ну вот, в принципе, решение, которое предлагается комиссией, оно, естественно, так, вот я открываю. Оно не идеально, то есть не идеально в том плане, что можно было и по-другому немножко действовать. Здесь они предлагают разбить дорожку на 6 частей. Вот. Да, на 6 частей. Ну, вот, то есть вот так вот картиночку, да. И далее вот эти вот 6 точек являются, скажем так, отправными точками для того, где у нас Петя, Вася встречаются, где Вася разворачивается и так далее. Так как у нас здесь скорости даны достаточно конкретно, то есть скорость Васи вдвое больше скорости Пети, то, опираясь на вот такую картинку, можно легко увидеть, например, что если Вася пробежал у нас 4 части круга, то Петя за это время пробегает 2 части круга. Значит, если вот в указанной точке опять Вася у нас разворачивается, то они с Петей встречаются ровно на серединке на А4. Ну и так далее. Дальше предлагается добежать Пете до, вот сама уже плохо вижу, до А5. За это время Петя добежит до А6. Нет, извините. Так, из точки А3, да, Петя бежит до точки А5. Да, за это время Петя как раз у нас добегает до куда-то. Там они встречаются, и на обратном пути они встречаются в точке старта, в точке А1. Можно было развороты делать не ровно в указанных точках, а между этими точками. То есть, например, разворачиваться сразу, как только пробежит Вася половину круга. За это время Петя пробежит у нас, получается, четвертинку круга, и вот они встретятся где-то здесь не очень точно. Поэтому такую стратегию надо было очень аккуратно описать. То есть в какой точке они встретились. За это балл мог быть снижен. Вот. И по поводу этой задачи, сейчас, секундочку, был вариант, в котором, к сожалению, мы вынуждены поставить 0, несмотря на то, что красиво все написано, все от и до решено, но, к сожалению, почему-то у них Вася побежал в самом начале по часовой стрелке. То есть решена не та задача. Ну, соответственно, это 0 баллов, как бы вы красиво и хорошо, извините, не описали. Поэтому, кто себя узнал, ну, учтите в следующий раз, что надо внимательно читать условия задачи. Далее, вторая задача про хамелеонов, коричневых, зеленых. Зеленые у нас что правду говорят, коричневые врут, но при этом после чего зеленеют. Тоже задача, в которой необходимо было провести оценку и привести пример. То есть нужно было не только оценить, что зеленых хамелеонов не более 1010 вот, решений, да, у нас, но также указать, какие конкретно числа называли эти хамелеоны. Потому что только оценки, как вы знаете, в таких ситуациях недостаточно. Потому что может быть так, что оценка получена максимальная, но пример подобрать с подобным числом ровно
нельзя. Ну вот здесь, как вы видите, оценка приведена. Показывается, что два подряд отвечающих хамелеона не могут быть изначально одного цвета, потому что в этом случае зеленого цвета, потому что в этом случае ему пришлось называть одно и то же число, а это по условию задачи сделать нельзя. Вот, поэтому два зеленых рядом изначально не стоят. Значит, за зеленым стоит коричневый, который потом позеленеет, а за коричневым уже может стоять зеленый, потому что к моменту его ответа количество зеленых изменится, коричневый позеленеет, и он сможет сказать правду, назвав другое число. Поэтому, как вы видите, здесь, разбив всех хамелеонов на пары разного цвета, и с учетом того, что с нечетными номерами хамелеонов больше, сказано, что зеленых может быть не более 1010 штук. Ну и потом приведен, как вы видите, пример, в котором говорится, какие конкретно значения, какие числа назвал каждый из хамелеонов. Оценивалось это задание, могло бы оцениваться, да, если бы кто-то его более-менее хорошо решил. Оценка 4 балла, пример 3 балла. Ну и, соответственно, можно было 7 баллов набрать. Так, были решения, в которых необоснованно было названо, что хамелеоны разного цвета, это 0 баллов. Если, соседние хамелеоны разного цвета, это 0 баллов. Если вы просто это утверждаете, надо было обосновать. Вот я в начале решения обосновала, почему, да? Почему не может после зеленого отвечать коричневый? Потому что не может назвать одинаковые числа. Это часть решения, оно должно быть прописано. Мы проверяем письменную задачу, письменное решение, поэтому я имел в виду такое, к сожалению, не проходит. То есть это понятно из условия задачи, не очень-то и понятно на самом деле. Поэтому это должно было быть описано. Ну и пройдем по следующим задачам. Задача номер 8 была достаточно сложной, на мой личный взгляд. Сложной и по предложенному доказательству. Вот вы видите на экране это доказательство. Ну и по сути было сложновато доказывать. Многие пытались, не многие, а некоторые пытались доказать, взяв конкретные какие-то числовые значения. Вот до такого примера, до такого доказательства не додумались. Значит, что в решении? В решении предлагается обозначить разность соседних чисел. Да? Сами числа расположили в порядке возрастания, вот они приведены, А1, А2 и так далее. Разность соседних обозначена bn. Кроме разности соседних, условия задачи должны удовлетворять разность любых двух чисел, которые есть в исходном ряду. Поэтому рассмотрена и сумма от k-того числа до n-ного числа. Показано, что как раз эта сумма b от b k-того до b n-ного числа даст нам разность n плюс первого числа в исходном ряду и k-того числа в исходном ряду. Тут можно аккуратненько расписать. Вот каждое b через разность соседних, там они взаимно уничтожаются, и вот в результате такая разность остается, можно просчитать. Ну и далее, если мы начнем в этом ряду суммирования с b2, то, как и сумма, начиная с любого b, с k-того, будет как квадрат какого-то числа. Например, здесь предложено обозначить, что это квадрат числа c с индексом n. Так как мы здесь n можем увеличивать, увеличивая n, мы, естественно, слева, числа, напомню, натуральные, слева будем увеличивать сумму, соответственно, и само число cn будет увеличиваться. То есть последовательность чисел c у нас возрастающая. Раз она возрастающая, то рано или поздно будет достигнуто такое c, это натуральные числа, что 2cn плюс единица станет больше, чем число b1. Понятное дело, да, если мы берем возрастающую бесконечную последовательность, то рано или поздно мы наберем какое угодно большое число, в том числе и удовлетворяющее вот этому свойству. Ну а далее, если рассмотреть сумму всех n
чисел b, то оно тоже у нас является, как и все вышеуказанные суммы b, является квадратом какого-то числа. Это у нас получается, кстати говоря, разность n плюс первого числа исходного ряда и первого. Да? Оно по условию тоже квадрат какого-то натурального числа. Здесь обозначено квадрат числа d. Понятное дело, что d, которое, вот посмотрите, так, здесь не очень-то, конечно, написано, да? Так, давайте я сама как-то разбиралась с этой задачей. Так, более-менее написала. Значит, вот мое решение. Так, могу только пока показать. Итак, смотрите, так, сумма от b2 до bn это cn в квадрате, найдется число n, написала, и сумма от b1 до bn ровно на b1 больше, чем сумма вышеуказанная. Поэтому и число d в квадрате, конечно, будет больше, чем число cn в квадрате, да? Больше ровно на b1. То есть это неравенство у нас очевидно. Это у нас с одной стороны. Но все числа у нас натуральные, поэтому понятное дело, что cn плюс 1 больше, чем cn, а значит d в квадрате у нас больше либо равно уже, чем cn плюс 1 в квадрате. То есть это у нас, возможно, квадрат следующего после cn числа. Ну и дальше элементарные преобразования, то есть раскрытие скобок и использование факта, что 2cn плюс 1 больше b1 приводит нас к тому, что d в квадрате строго больше d в квадрате, чего, конечно же, быть не может. Поэтому предположение, что такой выбор натуральных чисел мы можем осуществить, у нас неверное. И по условию задачи выбрать такие числа мы не можем. Ну, решение тоже, конечно, своеобразное. Додуматься до него было нелегко. Поэтому, да, это та задача, которую решить может только действительно человек с хорошим умом, креативным. То есть какой-то подход, как видите, был нестандартный. 9-я задача, опять же, вот скорее, наверное, относится к задачам, которые так-то легко не решить. Задача, в которой выписывали 1999 натуральных чисел, как вы видите, не обязательно подряд, то есть тут, ну, честно говоря, не особо-то люди и брались тут что-то решать, поэтому у меня даже особо комментариев нет именно по решению, потому что на решение очень мало данной задачи. Ну, а потом, выбирая наибольший общий делитель двух соседних чисел, составили второй ряд. Понятно, что в нем количество чисел на единицу меньше, то есть 1998 натуральных чисел. Дальше у двух соседних снова находится наибольший общий делитель, получаем еще на одно число меньше и так далее. То есть в итоге в тысячной строке мы получаем 1000 каких-то чисел. Вот спрашивается, могут ли быть эти числа последовательными. В решении здесь предлагается число из первого ряда и число из последнего ряда связать отношением, вот, которое здесь написано предком. Да, то есть число из первого ряда называется предком для числа из последнего ряда, если до него можно вот по такой цепочке опуститься. Вот тоже мои небольшие комментарии. То есть вот так вот. Вот первый ряд, второй и так далее, и так далее. И вот смотрите, если мы из первого ряда не сможем так вот аккуратненько пройти по цепочке, то в первом ряду находится предок числа тысячного ряда. Ну и нам нужно показать, что эти числа, которые стоят в тысячном ряду, не будут последовательными. Значит, здесь предложено такое рассуждение, что если взять два числа, так, секундочку, если... да, количество предков просчитано, то есть у каждого числа из тысячной строки ровно 1000 предков. То есть вот такой треугольничек, да, у нас получается, который приводит нас к этому числу. И если мы возьмем два числа из тысячного ряда, у каждого из них по 1000 предков из исходного, из первой строки. Понятное дело, что у этого 1000, у этого 1000, а всего 1999. То есть они где-то пересекаются. То есть не может быть такого, что у них отдельные предки.
где-то общие предки появятся. Поэтому если мы между числами двумя из последней строчки возьмем еще какое-то число, то есть если между ними какое-то число c будет находиться. Так, и здесь, да, извините, предлагается взять такие два числа а и b, которые имеют общий простой делитель p. Да, p. Так, и если они имеют общий делитель p, то оказывается, что и число, которое между ними стоит, будет также иметь этот общий делитель p. Получается, что среди этих 1000 чисел, которые в последнем находятся, любые 3 из них имеют одинаковый общий, так, да, будут иметь одинаковый общий делитель p, простой общий делитель. Ну, как говорится, среди 1000 последовательных чисел такого быть не может. То есть 3 подряд числа так не могут, да, быть такими, что 2 из них делятся на простое число, и третье тоже. То есть третье уже делиться на число это простое не будет, так как при делении на 30 они дают вот вышеуказанные остатки. Ну, вот такое вот рассуждение, немножечко, конечно, сложновато. Я хочу еще отметить, кстати говоря, что в решении закралась опечатка, то есть вот тут вот здесь не 1000 первый предок, а следует читать 1000 предков. Ну, это только в листочке, а мы-то, естественно, все знали, что правильное решение нам было доведено сразу. То есть не думайте, что мы по неправильному решению проверяли. Это просто опечатка на бланке. Ну и последняя геометрическая задача. Опять же, задача, к которой практически никто не приступал. Кто приступал, к сожалению, никаких продвижек не смог осуществить. Да и, честно говоря, предложенные решения я вам покажу. Вот у меня на моем чертеже само предложенное авторами решение, вы его видите на доске на экране, довольно-таки сложное. И, честно говоря, додуматься до такого решения, было бы, наверное, трудно. То есть, несмотря на то, что исходная фигура это равносторонний треугольник, а про равносторонний треугольник мы все знаем, и, как правило, когда мы его видим, мы думаем, ага, сейчас порешаем. Но вот, несмотря на это, само предложенное решение сложновато. Оно обращается к подобным треугольникам, то есть, да, так, секундочку, нет, дополнительных построений не делается. Обращаются они к подобным треугольникам, из которых через коэффициент подобия, через свойства биссектрисы, как мы знаем, биссектриса делит противоположную сторону в отношении прилежащих к ней отрезков сторон треугольника. Вот тоже довольно-таки сложное утверждение. Доказывается отношение площадей треугольников. Ну, что я могу тут сказать? Вообще, вот эту задачу так надо самостоятельно сесть, прорешать, вот как я сделала, нарисовать картинку разными тут цветами, построить различные фигуры, там, высоты, треугольники и так далее, ну и убедиться в том, что решение нас приведет к правильному ответу. Хотя на самом деле мне кажется, что возможно в этой задаче могло быть приведено какое-то более простое решение, потому что это все-таки запутанное. Но я думаю, что мы подумаем, обязательно и вы подумаете с учителями на каких-нибудь дополнительных занятиях, на кружках. Возможно, вы найдете более простое решение этой задачи. Это будет хорошо и полезно вам для дальнейшего участия в Олимпиаде. Но такие задачи, конечно же, приводятся, потому что цель Олимпиады у нас не состоит в том, чтобы отобрать именно детей, которые способны приводить такие вот нестандартные решения, решать задачи, используя факты, которые, может быть, кто-то забыл. Вот так, тоже свойства биссектрисы далеко не каждый может вспомнить на ходу. Или использовать там какие-то из подобия треугольников, выводить какие-то отношения высот. Это задача уже более высокого уровня. Ну и вот, к сожалению, так как у нас никто эту задачу не решил, мы можем сделать вывод, что надо побольше, наверное, заниматься геометрией, то есть не игнорировать геометрию. Я надеюсь, что
например, в следующем году у нас будет лучшее решение геометрической задачи. Хотя, да, в первый день уже неплохой результат, это радует. Ну вот основные задачи мы с вами, основные решения задач мы рассмотрели. Как я уже сказала, работы, скорее всего, у вас уже в личном кабинете появились. И вы можете зайти посмотреть работы, посмотреть оценки и задать интересующие вас вопросы. Ну, я думаю, давайте договоримся с 6 часов до 8 я буду онлайн, я буду отвечать на ваши вопросы.